Уважаемые братья, на прошлой неделе мы с вами говорили на тему верить с любовью. Даже, то есть тема, в которой мы с вами рассматривали, что такое иман. И принесли несколько примеров из жизни сахабов, ради Аллаху та'аля анхум. Какой у них был очень сильный, крепкий иман, крепкая вера, иншаллах. И если помните, те, которые были на прошлой неделе, мы сказали, что чтобы деяния, которые называем салихуль а'маль или амалю салих, благие деяния, поступки, чтобы они засчитывались как благие поступки, там было несколько условий. Самое первое условие это был ихляс. То есть что? Намерение. И сегодня, иншаллах, мы с вами будем говорить о намерении, о искренности. В исламе у нас, в шариате, это называется как ихляс. Ихляс. Сегодня, иншаллах, с вами будем говорить об ихлясе, иншаллах. Иногда мы думаем, что знаем, что такое ихляс, или вообще, когда говорим, например, какие-нибудь понятия в исламе, да? Там намерение, понятие такое, сострадательность, подобные понятия, мы думаем, что мы знаем. А когда глубоко начинаем копаться, когда начинаем это изучать, мы понимаем, что далеко не совсем осознаем суть того, о чем говорится. Кто осознавал в истории ислама? Это сахабы, ради Аллаху та'аля анхум. И они переживали ислам. Не просто верили, они переживали свою веру. И дорожили каждой особенностью. Каждым приказом Всевышнего Аллаха. Каждым запретом относились очень трепетно. Простой пример, если привести, смотрите. Практика сахабов какая была в изучении Корана? У нас, например, вот Коран изучает, альхамдулилля, чтобы очень много было хафизов. Много было хафизов. Альхамдулилля, Аллах субхану ва тааля наделил нас, то есть нашу страну, особой благодатью. У нас очень много хафизов, альхамдулилля, по сравнению с другими странами. Вы это знаете. Раньше, если считали по пальцам, там тот кары, этот кары, тот хафиз, этот хафиз, сейчас даже не знаю, сколько человек есть. Но последний раз, когда мы разговаривали, и в этом вопросе как-то один некий сказал, что у нас сейчас на данный момент свыше 4000 хафизов есть в Кыргызстане. Альхамду, это очень хороший показатель. Но я хочу с другой стороны затронуть. Умар, или же сын Умара, ради Аллаху та'аля анху. Сура Бакара. Одна из самых длинных сур в Коране. И в риваятах говорится, что, скорее всего, это был Умар, ради Аллаху та'аля анху. Он суру Бакара выучил, говорится, в течение нескольких лет. Тогда, когда ее можно выучить что? Если человек будет стараться, Бакара суру можно выучить за 2 месяца. Можно выучить ее полностью за 2 месяца. А он в течение нескольких лет. Спрашивается, почему так было?
Потому что они изучали сначала 10 аятов в Коране, и потом вот эти 10 аятов они что? Полностью применяли в своей жизни. Пока полностью это не будут применять в своей жизни, они не переходили на следующие 10 аятов. Вот что значит, они переживали свою веру. Понимаете? Так сегодня будем говорить о понятии ихлас. Что такое ихлас в исламе? Аллах Субхану ва Тааля в Коране что говорит об ихласе? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал об ихласе и как это переживали сахабы и приближенные рабы Аллаха Субхану ва Тааля. Когда говорится об ихласе, самое первое, что приходит в ум человека из хадисов, это хадис, где все говорят «Иннамаль а'малю бинният». Вспомните? То есть дела, как говорится, как переводят дела по намерениям. Очень важный хадис. Очень важный хадис. И этот хадис передает Амр ибн Хаттаб, радиаллаху та'аля анху. Что он сказал? Он говорит: «Сами'ату Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма якуль». Я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорил: «Иннамаль а'малю бинният». Деяния будут приниматься перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля только с благими намерениями. То есть, иными словами, Аллах Субхану ва Тааля будет смотреть на деяния человека, совершенные, и будет давать оценку в связи с его намерением. Если это деяние было совершено лишь ради довольствия Аллаха Субхану ва Тааля, Всевышний Аллах будет принимать. Если это деяние совершено не ради Всевышнего Аллаха, а для чего-то другого, ученые говорят, для чего-то полезного для него лично, или для чего-то мирского, и так далее. То есть все, что будет делаться не ради довольствия Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Эти деяния, даже если будут из числа хороших, благих поступков, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля эти поступки просто не примет. Вот. Получается, вывод такой. Когда мы совершаем какие-либо деяния, да, они должны быть хорошими, но чтобы они перед Аллахом имели какой-либо вес, человек, совершающий эти деяния, должен это делать исключительно ради Аллаха Субхану ва Тааля. Только ради Него. Ихляс. И вот это слово ихляс, что означает? В хадисе, сейчас прочитаем хадис сначала, переведем, иншаллах, а потом дальше продолжим. И смотрите, очень интересно. Посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: «Ва иннама ликулли мриин ма нава». Воистину, говорит, воистину, для человека будет то, что он намеревался. «Фаман канат хиджратуху иля Аллахи ва расули». Если его переселение, хиджрат, ради Аллаха и его посланника, тогда Всевышний Аллах засчитает этот хиджрат, это переселение, как ради него и его посланника. А если его хиджра, то есть его переселение, лидунья юсибуха, ради мирской выгоды, ау имраатин, или же ради какой-либо женщины, янкихуха, чтобы он на ней женился, фахиджратуху, тогда его переселение не засчитается как переселение ради Аллаха и его посланника, а переселение, которое было совершено ради мирского. То есть, если он совершится ради мирского, это переселение Аллах не засчитывает. Если оно совершено ради женщины, чтобы на ней жениться, Аллах смотрел, его не засчитывает. О чем речь идет? Речь идет о человеке, который жил во время посланника Аллаха, алейхиссалям, Умму Кайс. Была такая женщина, Умму Кайс. Она жила в Медине. А он сам меканец, этот человек.
Он ей предложил, чтобы она вышла за него замуж. Она сказала: хорошо, я за тебя замуж выйду, только если ты оставишь Мекку и переселишься к нам в Медину. Он согласился. Чтобы жениться на ней, он согласился оставить Мекку, переселиться в Медину. И вот этот инцидент, который произошел тогда, он был наряду с переселением мусульман в Медину, понимаете? То есть в это время и мусульмане по повелению Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля что делали хиджру? Одни делали хиджру ради Аллаха и его посланника, как в хадисе говорится, а этот же мухаджир, переселенец, сделал хиджру не ради Аллаха Субхану ва Тааля, а ради кого? Ради этой женщины. Когда пришли к посланнику Аллаха, алейхиссалям, сказали: я Расулаллах, говорит, вот он мухаджир, не мухаджир ради Аллаха, он говорит мухаджир Умму Кайс. Он мухаджир Умму Кайс, то есть Умму Кайс женщина была такая. Он, говорит, ради нее переселился. Аллах, говорит, его хиджру засчитал, как ради Аллаха и ради тебя, говорит, я Расулаллах. И посланник Аллаха говорит этим хадисом сам: нет, говорит, каждому человеку то, что у него сердце. А если не брать сердце, смотрите, если не смотреть на сердце человека, намерение человека, тогда и некоторые сахабы, которые переселялись, и он переселился, в принципе, деяния что? Аналогичные. Одно и то же деяние. Одно засчитывается перед Аллахом, а второе не засчитывается. И вопрос почему? Потому что в его сердце не было этого намерения сделать переселение, исполнить приказ Всевышнего Аллаха оставить Мекку, переселиться в Медину. И он, получается, что сделал? Переселился ради этой женщины, а потом как бы потерял всю награду, которую получили мухаджиры. Всю награду потерял. Поэтому этот хадис говорит строго о том, что человек должен делать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Ученые сказали, что этот хадис, данный хадис, является половиной религии. Смотрите, этот хадис является половиной религии. Почему половина религии? Потому что религия либо деяние сердца человека, либо деяние его органов. Вот мы сейчас намаз прочитали, тахарат взяли. Это деяние наших органов, правильно? Пост удержим, деяние наших органов и так далее, и так далее. Избегаем запретных деяний наших органов. Вот. И есть сердце. А сердце является, говорит, основой. Поэтому этот хадис аслюддин и половина религии. Если человек не будет совершать какое-либо деяние, братья, ради Аллаха Субхану ва Тааля, то его деяние, как ученые говорят, все, что он будет делать ради Аллаха, то есть не ради Аллаха, все, что он не будет делать, это просто-напросто для него будет значит как утомление и все, и не более. Вот он намаз прочитал, к примеру. Намерение ради Аллаха Субхану ва Тааля. 2 ракат намаз прочитал. Ну, может, он какую-то пользу получит. Какую пользу получит? Какая-то физкультура может быть. Но это не ибада. Это не поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Никак. Поэтому очень важный момент. В этом хадисе, говорит, что сказано? Если кто-либо намеревался совершить какой-либо салих амаль, благой поступок, совершил. То есть, либо совершил, если он совершил с намерением на Аллаха Субхану ва Тааля, на довольствие Всевышнего Аллаха, он получает за это большую награду. Но он намеревался и не совершил. Что будет с этим человеком? Не совершил не потому, что он не хочет, а потому, что не смог совершить. Там что-то ему попрепятствовало и так далее. Да? Или заболел, к примеру. Аллах Субхану ва Тааля говорит, засчитывает его намерение, как будто он это совершил. Дает ему награду, что он это сделал. Смотрите. И поэтому ученые говорят, ниятуль му'мини хайру мин амалихи. Намерение, искреннее намерение на какое-либо деяние верующего лучше, чем его деяние.
Смотрите. Поэтому мы говорим, постоянно нужно делать намерения. Постоянно нужно обновлять намерения. Ученые говорят, постоянно обновляйте намерения. Утром, когда встаете, когда выходите из дома, говорит, вот встаньте, говорит, перед дверью и скажите: о Аллах, что бы я сегодня ни делал, какие бы деяния я ни совершал, прими любое мое движение из числа хорошего, как совершенное исключительно ради тебя. И тогда, говорит, если он даже не будет совершать намазы, нафили и так далее, и так далее, если ничего даже не будет делать, а с утра до вечера будет работать. С утра до вечера будет работать. Он, говорит, получит такое вознаграждение, как будто с утра до вечера не поднимал свою голову от саджда. Не поднимал свою голову от саджда. То есть с утра до вечера читает нафиль намаз. Из-за одного только намерения перед выходом из дома, братья. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссалям, что сказал в хадисе? Смотрите. Когда отправлял Муаза ибн Джабаля в Йеман, то есть Йемен мы говорим, да? Арабы Йемен говорят. Смотрите, что он сказал. Ахлис динака якфика аль-калилу мин аль-амали. О, говорит Муаз, религию свою предай лишь одному Аллаху Субхану ва Тааля. Это очень такое выражение, я объясню, иншаллах, что такое это. Предай, говорит, лишь одному Аллаху Субхану ва Тааля, свою религию. То есть будь в религии искренен. Будь в религии искренен. Тогда достаточно тебе будет лишь малое деяние. Хадис. Посланник Аллаха ему не сказал: о, Муаз, днем и ночью поклоняйся, ночами не спи, пост держи и так далее. Он не такое не сказал. Он сказал: ты очисти свое намерение, направь его к Аллаху Субхану ва Тааля, и тогда будет тебе достаточно лишь малое поклонение. Амал. Много амал делать не надо. Очень важно. И имам аль-Байдауи, рахматуллах алейхи, он говорит: «Валя амалю ла тасиху биля ниятин». Никакое деяние не будет сахих без нията, без намерения. То есть не примется без намерения. «Лианна нията биля амалин юсаба алейхи». Потому что намерение без амала приносит человеку саваб. Намерение без деяний приносит саваб. Однако, «Валя амалю биля ниятин хабаун». Однако деяние без намерения тщетно, ничто не приносит. Очень интересно, смотрите. Намерение без деяния, то есть ты намереваешься совершить какое-либо деяние, но это не сделал. Аллах тебе дает за это саваб. Но ты сделал какое-либо деяние, но при этом не без намерения. Аллах это, говорит, не принимает. Получается, намерение, оно приоритетнее, чем само деяние в исламе. Но намерение нужно делать исключительно с ихлясом. То есть в твоем намерении никогда не должно присутствовать что-либо помимо довольствия Аллаха Субхану ва Тааля. Да. وَمِثَالُ النِّيَّةِ فِي الْعَمَلِ كَالرُّوحِ فِي الْجَسَدِ. Пример, говорит, пример намерения в деяниях, как душа в теле. Одно и то же, сравнение такое. То есть فَلَا بَقَاءَ لِلْجَسَدِ بِلَا رُوحٍ. Тело, говорит, будет существовать без души? Конечно, нет. Так и любое деяние в исламе не будет существовать без намерения. Поэтому мы перед намазом что делаем в первую очередь? Мы делаем намерение. Мы делаем намерение. Ученые настолько намерению большое значение придавали, даже здесь такой вопрос. Вот некоторые говорят, да, приходить перед намазом намерение говорить не обязательно. Не надо, говорит,
Есть, которые говорят, это бидат, это такого не было и так далее. Ну, во-первых, откуда ты знаешь, что это бидат? Где у тебя далиль, что намерения сахабы не говорили? Что посланник Аллаха намерения не говорил? Во-первых, этого далиля нет. Что он не говорил. Понятно? И нет, конечно, то, что он говорил. Однако намерение является необходимым. И поэтому, допустим, ханафитские ученые говорят, что намерение проговаривать является мустахаб. Почему? Когда он будет говорить, а может у него намерения не было. А начинает говорить, потом в себя придет. А извини, я читаю какой намаз? А, я вот этот намаз совершаю читать. А я, наверное, шел прочитать еще другой намаз, понимаете? То есть в это время человек поправляет свое намерение. Понятно? Поправляет. И даже есть такой вопрос. Некоторые говорят, вот ты берешь, говорит, тахарат. Тахарат берешь. Когда ты тахарат берешь, ты уже знаешь, для чего ты это берешь. Ты берешь тахарат для того, чтобы совершить определенный намаз. Это, говорит, уже твое намерение. Сахih, да, это является намерением. А наши ученые говорят, смотрите, говорят, условием, чтобы намерение было намерением, с амалом должен быть ихтиран. То есть амал, деяние и намерение должны быть что? Рядом с друг другом. Почему? Почему? Потому что когда он берет тахарат, идет сюда на намаз, в этот промежуток между намазом и тахаратом у него может быть деяние, либо слово, которое относится к чему? К дуньи. И это намерение у него нарушается. Понятно? Это намерение у него нарушается. Между намазом твоим и твоим намерением не должно быть дуньи. Ни слов, ни действий. Понятно? Поэтому это условие. Это условие того, что между твоим намерением и намазом. Поэтому мы говорим, перед тем, как встать на намаз, сделай намерение. А в основе, конечно, ты идешь, уже намерение есть, что ты намаз читаешь. Что ты идешь там такой-то намаз прочитать. Понимаете? Поэтому ученые говорят, что если человек шел с намерением прочитать, допустим, шам намаз, идет, ему позвонили, он взял и сказал, алло, брат, как дела, все нормально, хорошо, и так далее, поговорил, трубку положил, у него намерение нарушилось. Понятно? У него намерение нарушилось. Он должен, намерение что сделать? Обновить. Это просто как пример даю, понимаете, братья? Важность намерения в этом заключается. Вот. Значит, самая большая польза намерения, знаете, в чем заключается? Человек может свои обыденные свои поступки, которые можно засчитать как привычки, понимаете? Привычки, они могут превратиться в ибадат, поклонение. Только за счет намерения. Если человек, к примеру, кушает, когда он ест, это ибада? Это не ибада, это мубах. Это мубах. Будешь есть, не будешь есть, это твое право. Нам Аллах спонтанно не предписал тебе в Коране, что ты в день должен 3 раза есть. Посланник Аллаха не сказал, что в день 3 раза строго должен в такое-то время есть, как намаз и так далее, понимаешь, это мубах. Однако вот это вот намерение, вот это вот деяние ты можешь превратить в ибаду. Если ты это будешь есть, перед едой ты будешь намеряться. Я Рабби, я сейчас буду принимать пищу. Я за трапезой. Я хочу, чтобы эта трапеза, эта пища принесла мне пользы в поклонении тебе, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Прими у меня как ибада. Все, ихляс. Ты на это деяние возложил свой ихляс. Понятно? И оно для тебя стало чем? Ибадой. То есть Аллах вот тебе записывает. Очень важный момент. Братья, это очень важный момент. И поэтому ихляс, я сейчас несколько таких аятов зачитаю, один аят зачитаю про ихляс. Аллах Субхану ва Тааля что говорит? «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хакки». Обращаясь к посланнику Аллаха, говорит: «О Мухаммад,
мы тебе не спаслали, говорит, книгу, аль-китаб, Коран, биль-хакки, с истиной. Что такое с истиной? Означает, это истинная книга, которая повелевает истину и справедливость. И как справедливость, продолжая, и как справедливость, фа'будилляха мухрисан лахуддин. Поклоняйся Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, Аллах приказывает посланнику Аллаха, будучи мухлисан, искренним. Искренним лахуддин. И религию, которую мы тебе не спаслали, говорит Аллах Субхану ва Тааля, которую мы тебе не спаслали, приказали, вот эту вот религию посвяти лишь одному Аллаху Субханаху ва Тааля. Мухлисан лахуддин означает именно это. И ихляс – это единственный такой момент, где человек может защититься от шайтана алейхи-ляна. Кто наш враг? Аллах Субхану в Коране что сказал? Твой враг тот, твой враг этот. Нет, есть явно. Явно говорит, инна шайтана лакум адуву мубин. Воистину шайтан алейхи-ляна является вашим врагом. А каким врагом? Явным, ясным, нет в этом сомнения. У каждого из нас есть враг. Это шайтан алейхи-ляна. Этот шайтан алейхи-ляна, когда Аллах Субхану создал Адам алейхиссалям, это мы все знаем, да? Адам алейхиссалям приказал всем ангелам поклониться, совершить саджда. Все совершили это саджда, сделали саджда, кроме кого? Иблиса. Аллах Субхану Иблис спросил, зачем ты это делаешь? Для чего ты это сделал? Почему ты не поклонился Адаму? Саджда не сделал. Но здесь поклонение Адаму, на самом деле, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Исполнение его повеления. Потому что Аллах сказал, поклонитесь Адаму. То есть, на самом деле, поклонитесь кудрату Всевышнего Аллаха. Я создал Адама, посмотрите. Адама создал, человека создал. До этого шайтан приходил, постоянно говорит, его пинал. Пинает, говорит, от него такой звук. Ты, говорит, это мой враг. Он уже знал, что это он враг его. Ну, потом шайтан алейхи что сказал? Говорит, Аллах говорит, как может огонь поклоняться, говорит, земле? Ты меня создал из огня, его, говорит, земле. Не можешь поклоняться. Таким образом, шайтан алейхи был лишен милости Аллаха Субхану ва Тааля. Когда он уже лишен милости Аллаха Субхану ва Тааля, он слово дал. Из-за кого Всевышний Аллах меня ввел в рай? Извиняюсь, в ад. Из-за кого? Из-за Адама алейхиссалям, правильно? Грубо говоря, не было бы Адама, шайтан не попал бы в ад. Адам появился, шайтан попал в ад. И он сказал, я заклятый его враг. Все. Из-за него я попал в ад, я всех потомков, не оставлю ни одного, до единого, говорит, я их заберу с собой. Он слово дал кому, знаете? В Коране кому он слово дал? Аллаху дал слово. У Аллаха попросил отсрочку. Не до судного дня, а до судного дня, да, попросил отсрочку. До судного дня. То есть до дня воскресения, представьте себе. Не до дня, у нас же, вы знаете, когда наступит конец света, Исрафиль алейхиссалям дунет в трубу, все умрут же, правильно? И потом будет такое затишье какое-то время. После этого затишья он опять дунет в трубу, правильно? А потом все восстанут. Да и не так? Так шайтан алейхи-ляна, знаете, что попросил? Он попросил, чтобы Аллах ему дал отсрочку не до первого дуновения трубы, а до второго. Умный, видите, какой? До второго даст. Он еще хотел сам пожить. Чтобы никого не было. Чтобы все умерли, а он был, понимаешь? Смотрите, какой. Аллах смотрит, говорит, хорошо, я тебе даю отсрочку не до судного дня, до первого дуновения. До первого дуновения отсрочку Аллах дал. Дал ему отсрочку, представьте себе. И он сказал. Что он сказал, смотрите. Аят в Коране.
Каля Рабби. Это слова шайтана. Каля Рабби. Он сказал: о Господи, Аллах, Раббим, бима агвайтани. По твоей воле я сбился с правильного пути. Конечно, воля Аллаха субхану ва тааля. По твоей воле. Но выбор шайтана. То же самое и у нас. Все по воле, но наш выбор. Ты не можешь сказать: это не мой выбор, Аллах заставил меня это сделать. Нет, Аллах тебе дал право выбора. Бима агвайтани. Как ты меня сбил с истинного пути, я собью их всех. Всех. А как он это будет делать? Он даже сказал, как он будет делать, смотри. Шайтан алейхиляна даже оставил свой метод, как он будет нас сбивать. А что говорит? Бима агвайтани ля узаййинанна лахум фил арды. Все, что на земле, говорит, я им настолько приукрашу. То есть он нас чем будет обманывать? Красотой мирской. Алейхиляна придет к тебе, если ты видишь что-то, тебе очень-очень нравится, да, подумай, не от шайтана ли это? Ля узаййинанна лахум фил ард. На земле, говорит, я им все-то настолько приукрашу. Они будут видеть не истину, понятно? Они будут что видеть? Я знаете, с чем это сравниваю? Иногда же ролики же видишь, как один своему шейху задает вопрос, шейх говорит: вот я, говорит, женился, я ее видел, говорит, она была очень красивая, говорит. В день свадьбы, говорит, она была столько красива. Я утром просыпаюсь, рядом с ним другой человек, говорит. Я теперь сомневаюсь, говорит, на ком я женился. Понимаешь? То есть, сейчас же знают ролики, да? Даже, видишь, там мисс Вселенная, да? И начинает она с себя снимать вот это вот что? Приукрашение. И потом показывает истинное лицо. А когда показывает истинное лицо, ты уже не такой, как видел это минуту назад, понимаешь? Ты уже спокойно это листаешь. Никак отцы некрасивая. То же самое. Шайтан алейхиляна тебе настолько это приукрашает. Ты думаешь, что очень красиво, это истина. Эта красота является истиной. Все. И пошел за кем? За шайтаном. Да? И он что говорит, смотрите. Ля узаййинанна лахум фил арды, ва ла угвияннахум аджмаин. Ва ла угвияннахум аджмаин. Ни одного, говорит, я не оставлю. Я Раб. Ни одного не оставлю. Сейчас 7,5 миллиардов людей, ни одного, говорит, я не оставлю. Всех собью. Слово дал и работает. Я иногда говорю, шайтан мужик. Он свое дело делает. Он свое дело. Он Аллаху слово дал, выполняет. Работает, не спит. Шайтан работает. И сейчас работает. И сейчас вот сидит, работает над нами. И там работает, и здесь работает, в мечети работает, за мечетью работает, дома работает, на улице работает, в барах работает. Он везде работает. Выполняет свое дело. Поэтому мужик, говорю я, шайтан мужик, слово дал. И делает. Алейхиляна. Но он сказал, говорит, есть, говорит, Аллах, есть одна группа людей, говорит, которых я не смогу тронуть. Аллах. Есть одна группа людей, братья. Шайтан. Его обман не пройдут, понимаешь? Он будет приукрашивать, ты скажешь, я знаю тебя. Даже одна группа людей есть. Илля айбадака минхумуль мухлясин. Раб, о Аллах, у тебя будут такие рабы, они будут мухлясами. Я, говорит, их не смогу сбить с правильного пути. Не смогу. Сколько бы я ни старался, говорит, я не смогу их сбить. И я хочу вот здесь вам сказать именно слово мухляс. В арабском языке мухляс. Искренний раб, мухлис в арабском языке. А здесь не так. Тут мухляс.
Что такое мухлис? Мухлис – это тот, который проявляет искренность, а мухляс – это тот, которого выбрали для искренности. Я это понимаю таким образом. Если у тебя на сердце хоть только есть такая маломайское желание быть искренним рабом Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах выберет тебя для этого. И поэтому есть такое слово. «Куллю абдин абду нафсихи, илля ман истахляс Аллаху ли нафсихи». Каждый раб своего нафса. Каждый раб своего нафса. Кроме тех, кого Аллах Субхану ва Тааля выбрал для искренности своей. И вот этот аят указывает на это. «Илля ибадак». О Аллах, я не смогу сбить твоих рабов, которые являются мухлясом, которых ты выберешь поодиночно. Он, пускай будет той группой, которой шайтан не сможет воздействовать. Поэтому можно, я Рабби, дай нам в сердце ихляс. Я Рабби, сделай меня искренним, потому что быть искренним – это не твой удел. Это свыше Аллаха Субхану ва Тааля к тебе должно прийти. А ты должен дуа делать, просить у Аллаха Субхану ва Тааля, стараться. И поэтому, получается, защита большая от шайтана алейхи ла'нат – это только одна искренность. И поэтому ихляс. Ихляс – это когда человек свое сердце, братья, еще раз хорошенько прислушайтесь. Ихляс – это когда человек свое сердце очищает от всего, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. От всего. Вот это называется ихляс. И поэтому сура, которая говорит о таухиде, о единобожии. Какая сура, братья? Сура ихляс. А почему не таухид? Название самой суры, посмотрите. Сура называется как? Ихляс. Хотя говорит о не ихлясе. Там слова ихляс даже нету. Там говорится о чем? О тавхиде, о единобожии. Хуль, скажи, ху Аллаху ахад, Аллах един, Аллаху самад, Аллах ни в чем не нуждается, все нуждается во Всевышнем Аллаху Субхану ва Тааля. Лям ялид ва лям юлад, он не отец и не сын, и нет ничего, ва лям якуль лаху куфуан, что было бы на его степени. Где здесь ихляс? Нету тут ихляса, да? Нет. На самом деле ихляс тут есть. Какой ихляс? Куль ху Аллаху ахад, скажи, Аллах един, то есть очисти свое сердце от всего, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно? Вот это называется ихляс. Когда ты берешь свой сердце, полностью очищать Аллах. Вот это называется ихляс. И после этого каждый твой шаг, каждое твое движение будет ради кого? Ради Аллаха. Потому что у тебя в сердце нет никого, кроме. А пока у тебя в сердце будет кто-то, кроме Аллаха, у тебя ихляса и подавно быть не может. Тяжело, очень тяжело. Афараайта ман иттахада иляхаху хава. Разве ты не видел, Мухаммад, того, который сделал для себя своего Господом? Что? Идолы то все? Пристрастие, хава, пристрастие, желание, внутреннее, сердце. То есть у человека внутри может быть какие-то желания, которые для него могут стать чем? Богом. Настолько это страшно. Настолько это страшно. То есть контролировать свой ихляс. И поэтому ученые говорят, каждое утро что делайте? Обновляйте свою веру. Утром обновляйте. Перед выходом из дома. Аллах, я только ради Тебя. Я хочу ради Тебя. Дай мне возможность сделать все ради Тебя. И все. Перед каждым деянием. Перед каждым. А перед любым ибадатом намерение является необходимым. Перед любым ибадатом, посмотрите. Важность намерения мы видим здесь, братья. Важность намерения видим с вами здесь. И Аллах Субхану помощь говорит своим рабам. Помощь своим рабам Аллах Субхану дает, говорит, посредством именно ихляса. Хадис. Зачитаю хадис, смотрите. Иннама янсуруллаху хадихил уммата. Аллах Субхану говорит, дает свой нусрат, помощь, говорит, этой умми
посредством бидаифиха, если есть среди этой уммы немощные люди. Немощные. Даже Аллах любит немощных. Аллах любит немощных. И любит тех, которые поддерживают немощных людей. Немощный может быть физически, немощный может быть материально, немощный может быть духовно, немощный может быть психологически и так далее, и так далее. Аллах говорит за счет них. Немощность означает аджзият, то есть что? Нужду. Выражает нужду. Аллах единственный, кто ни в чем никогда не нуждается. Остальное все нуждается. У кого больше нужды, Аллах его больше любит. Даже? И поэтому в одном хадисе говорится, если бы не старики, и если бы не животные, пастящиеся в лугах, и не младенцы, которые кормятся грудью, Аллах бы вас уничтожил и вместо вас создал других людей, говорит. Смотрите. И за счет них, говорит, Аллах дает вам пропитание. За счет них Аллах дает вам пропитание. То есть твое пропитание приходит посредством кого? Стариков, немощных, младенцев и животных, которые постятся в лугах. Наше пропитание приходит именно за счет них. И смотрите, Аллах говорит, помогает рабам своим, этой умме Мухаммад, алейхиссалату вассалям, бидаифиха, посредством немощных людей этой уммы, бидааватихим, посредством их обращений, дуа, вассалятихим, посредством их намазов, ва ихлясихим, и посредством их искренности. Смотрите, тоже существует искренность. То есть искренность рабов Аллаха Субхану Тааля в сердце – это причина помощи Аллаха Субхану Тааля. И здесь, может быть, в этом хадисе скроется такой ответ, да? Почему мусульмане в этом мире, в данный момент, не в положении таком, не в очень таком хорошем положении? Весь мусульманский мир. Даже весь мусульманский мир. Я иногда думаю об этом, я говорю, наверное, скорее всего, намазы, да намазы у них есть. Дуа, субханаллах, откройте YouTube. Дуа очень много делает дуа. Даже слабые, слабых очень много. Весь мусульманский мир сейчас слабый. Весь мусульманский мир сейчас слабый. Покажите хоть один мусульманский мир, где он силен. Слаб. Смотрите, в хадисе говорится, слабый, мусульмане слабые. Дуа делают, мусульмане дуа делают. Возьмите просто Каабу, например. Вокруг сколько дуа делается? Мечети возьмите, пусть каждый намаз дуа делает. Там дуа, здесь дуа, везде дуа делает. Намаз читает, альхамдулилля. Ихляс. Интересно, ихляс есть? Наверное, все-таки ихляса нет. Наверное, все-таки ихляса нет в сердце. И поэтому не приходит нусрат Аллаха Субхану ва Тааля. Даже. Давайте приведем несколько примеров. Зиннун аль-Мисри, каддасаллаху сирра алейх, у него очень хорошее есть изречение по поводу ихласа. Говорит, быть мухлисом, искренним рабом Аллаха, это словно стоять, говорит, на пике горы. Так для начала человек должен еще туда забраться, на пик горы забраться, понимаете? Забрался он все-таки. Ихлас сразу не приходит, нужно попотеть. Ты забираешься на пик горы, тяжело, стараешься, забрался, и ты на пике горы, и вот у тебя получается что? Делать деяние ради Аллаха Субхану Тааля. Ихляс. Есть у тебя ихляс. Вопрос второй уже. Остаться там. Быть искренним рабом Аллаха равносильно тому, что остаться на пике горы. И Зиннун аль-Мисри сказал, очень хорошее слово, мне оно очень нравится. Говорит, «Аннасу наимун». Все люди, говорит, спят. «Илля алимун», кроме, говорит, знающих, ученых. «Валь алимун наимун,
илля аль-амилун. И говорит, ученые спят, кроме тех, которые что? Кто делает? Амал делает. Кроме тех, которые что? Совершают деяния соответственно своим знаниям. Так говорит, и эти люди тоже спят, которые совершают что деяния? Амилюн, они тоже спят. Кроме тех, которые свои деяния делают лишь ради одного Аллаха. Аль-амилуна ан-наимун илля аль-мухлисун. Кроме тех, которые что? Искренне. А искренний раб Аллаха фи хатарин азимин, говорит. Они, говорят, в очень большой опасности. Какой? Каждую минуту, каждую секунду они в опасности потерять свой ихлас. Говорит, шайтан алейхи ла'на. Будет пытаться. Он будет пытаться всячески не дать тебе забраться на этот бик. Он не даст. И несколько примеров я хочу привести по поводу искренности. Смотрите. Искренность посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Когда Аллах спонтанно не спаслал посланнику Аллаха Коран, когда он дал ему, повелевал, приказал Аллах, посланник Аллаха распространять религию ислам, он вышел с этим призывом, правильно? Начал призывать к единобожию. Мушрикам это не понравилось, поэтому они видят, что что-то не то. И у них, видите, они каждый смотрит через призму свою же. Да? И они думают, что-то он хочет, наверное, все-таки. Они потом отправили его дядю через Абу Талиба, сказали, ты, говорит, скажи ему, пускай все-таки это откажется от своего призыва. У нас и так там в Мекке у нас экономическая там, сейчас яма такая. Мы из-за него потеряли много денег. Ну, действительно, до ислама там был центр. Даже такой торговый центр, грубо говоря. Посланник Аллаха сказал, да? Что он сказал? Если, говорит, они во что бы то ни стало, говорит, я, говорит, не откажусь от своей веры. Я, говорит, либо донесу эту религию до конца, либо, говорит, я умру на этом пути. Потом они сказали, еще раз отправили Абу Талиба. И Абу Талиб, через него они сказали, скажи, что ты хочешь? Если ты хочешь богатство, мы сделаем тебя самым богатым из нас. Отдадим тебе все богатство. Очень важный вопрос. Если ты хочешь, говорит, быть предводителем, мы тебя сделаем своим предводителем. Если, говорит, ты хочешь самую красивую женщину, мы тебе дадим самую красивую и знатную женщину, говорит, Мекки. Только откажись. Мы для тебя все сделаем. Посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал, говорит, если, говорит, вы в одну руку мне дадите солнце, а в другую, говорит, дадите луну, говорит, я, говорит, не откажусь, говорит, от того, на чем я сейчас нахожусь. Альхамдулилля. Искренность посланника Аллаха, алейхиссалям. Альхамдулилля. Ихлас Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, 8 дней ничего не ел. 8 дней ничего не ел. Дошел до вод Мадьяна. И там такие большие колодцы. Колодец Мадьян. Смотрит, люди достают воду и поют своих овец. Он видит, в сторонке стоят 2 девушки. Не могут подойти. Все напоили своих овец, потом отогнали, и только тогда они подходят к этому колодцу. Он 8 дней ничего не ел, Муса, алейхиссалям. Говорят, они закрыли колодец, там камень, чтобы вода ничего не попадала, чтобы не загрязнялось, они закрывали колодец. Говорит, крышку этого колодца, говорит, могли передвинуть лишь несколько человек. Настолько тяжелое было. Муса, алейхиссалям, подходит, один берет, 8 дней ничего не ел. Один берет и открывает, передвигает крышку колодца. 8 дней ничего не ел. Смотрите, я еще почему говорю? Я говорю, что это очень важный момент. Достает воду, поет их овец, потом отправляет. Они уходят. И он подходит к одному деревцу,
прислонился к дереву и делает дуа, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Рабби инни бима анзальта мин хайрин факир, я Раб». Я, говорит, твой раб Муса очень сильно нуждается в твоих благах. Пошел, помог, достал, напоил, и платите там и так далее, такого нет. Но эти девушки из благородной семьи, они дочеря Шуайба, алейхиссалям, дочеря пророков. Они сразу пришли к пророку, а пророк Шуайб был старец, поэтому не мог попоить своих овец. И его дочеря. И они сказали, говорят: о, отец, нужно, говорит, его наградить. Хорошо, говорит, позовите его. Одна из них зовет Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям. И он приходит. Они готовят угощение, стол накрыли и так далее. Шуайб, алейхиссалям, сидит, он сидит. И Шуайб, алейхиссалям, сказал, говорит: угощайтесь. Муса, алейхиссалям, не притронулся. Ему Муса, алейхиссалям, сказал, говорит: мы, говорит, такая семья, где ни за что не променяем деяния, которые мы совершили ради Аллаха, на что-либо мирское. Муса, алейхиссалям. Мы ни за что не поменяем деяния, которые совершили ради Аллаха, ради мирского. Я помог вашим дочерям ради Аллаха Субхану ва Тааля. И Шуайб, алейхиссалям, сказал: нет, 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 это не выплата за вашу помощь. Вы наш гость, и в качестве гостя мы вас подчиваем. И только после этого он начинает, говорит, кушать. Муса, алейхиссалям. И знаете потом историю. Он берет одну из дочерей Шуайба и так далее, и так далее. Даже. Смотрите, какой ихлас. Вот это называется ихлас. То есть ради Аллаха сделал, помог кому-то, а потом он пришел тебе через несколько дней, говорит: ты помнишь, ты мне помог ради Аллаха? Я тебе тоже помогу. Рахман, брат, альхамдулилля, там, и так далее. Все, уже не ради Аллаха. Это ради Аллаха уже осталось. Это ради мирского, ради нафсы. Видели? Понятие ихлас насколько важно. Другой пример. Ихлас Аиша, ради Аллаху та'аля анха. Матерь всех правоверных. Она, когда давала садака, она давала милостыню, да? И взамен делала тоже дуа, которое делали ей. Например, она там дает милостыню, ей говорят: спасибо большое. И она говорит: спасибо большое. Ей говорят: да будет доволен тобой Аллах. Она говорит: да будет доволен тобой Аллах. Пусть Аллах вам приумножит. Пусть Аллах вам приумножит. То есть, повторяя те же слова человека, которому дает что? Милостыню, помощь. И у нее спросили, говорят: о, мать, зачем, говорит, вы это делаете? Она говорит: я не хочу, чтобы их хорошие, прекрасные пожелания, дуа и благодарность была чем? Выплатой за мое благое деяние, садака. Очень тонко, смотрите как. То есть Хазрат Аиша говорит: я не хочу, чтобы их вот это спасибо было наградой за мое ради Аллаха. Понимаешь? Ихлас. Подобная же тоже есть еще одна история, допустим. Один из ученых у него спрашивает: вот когда говорится ихлас и ради Аллаха, говорит, у вас, говорит, есть какая-то такая история, очень такая, знаешь, чтобы затрагивала, да? Он говорит: со мной, говорит, такое произошло. Когда, говорит, я был в Мекке в хаджи, я потерял крупную сумму денег. Я, говорит, потерял крупную сумму денег. Через некоторое время, говорит, у меня, говорит, борода выросла, волосы, говорит, выросли. То есть мне нужно было постричься, у меня денег нету. Я, говорит, зашел в парикмахерскую. Кто в хаджи был, знает, что там такое творится, да? О, парикмахер там работает вовсю. Я зашел в парикмахерскую и, говорит, встал и сказал, говорит: брат, подстриги меня ради Аллаха, пожалуйста, у меня нету денег. Тот, говорит, посмотрел на него и в это время стриг. И он сказал: извините, пожалуйста, я вас сейчас не могу постричь,
я его постригу, а потом вас достригу. Тот разозлился, говорит, как ты так делаешь? Он говорит, нет, говорит, я вас стрижу, говорит, ради платы, то есть вы мне платите ради мирского, а он меня попросил ради Аллаха. Ради Аллаха, говорит, всегда приоритетней. Его постриг, закончил, ему в карман еще дал, говорит, монеты денег дал, говорит, вот это возьмите, говорит, используйте. Ушел. Потом этого достриг. Через некоторое время, говорит, мои деньги пришли. Я, говорит, решил того отблагодарить, говорит. Мешочек, говорит, с золотыми монетами, говорит, пришел, говорит, ему в руки дал. Говорит, вот помнишь, ты меня постриг, я хочу тебя отблагодарить. И он так посмотрел, говорит, даже если, говорит, всю дунью, говорит, и что в ней есть, ты мне принесешь взамен на то ради Аллаха, который я для тебя сделал, ты, говорит, не сможешь это купить. Забирай свои деньги, говорит, иди отсюда. Да? Вот это глубокое понимание ихляса. Глубокое понимание ихляса. А мы пришли ради Аллаха, кому-то помогли, если он спасибо не сказал, у нас внутри такой, так он наглец какой, а. Ну, где его даже рахмат не сказал. Ну, ты наглый, я второй раз вообще к тебе не приду помогать. Где твой ихлас? В Коране есть аят. Говорится, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Аят. Они, говорят, рабы Аллаха, которые будут восседать на тахтах, которые будут в садах райских, которые будут наслаждаться гуриями, которые, рай. Говорит, какая у них особенность? Особенность, одна из особенностей, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, будучи сами нуждающимися в пище, они других кормят. Кого? Мискинан, бедных, етим, сирот, асира, пленников. Они это делают и при этом говорят, «Иннама нутаимукум ливаджхилля». Мы вас кормим исключительно ради Аллаха Субхану ва Тааля. «Ла нуриду минкум», от вас не хотим. Минкум джазаан. Джазаан это что? Награды. Не награда ваша нам не нужна, говорит. Валя шукура, даже ваше спасибо нам не надо. А вот это является ихляс. Один ученый, молла, никогда в городе не был, оказывается. Никогда в городе не был. И в один день приехал в город, видит там рестораны, кафе, там это, то. Очень проголодался, оказывается. И не знает, где покушать. И видит там, молла знает арабский язык, видит там кафе, и в кафе написан аят, вот этот, который я прочитал. «Иннама нутаимукум ливаджхилляхи ла нуриду минкум джаза'a валя шукура». Зашел такой, заказывает то, заказал это, заказал вот это, заказал. Все ему дали, покушал, все. Встал молча и уходит. Я говорю, ты иди сюда. Он говорит, что случилось? А платить кто будет? Он не понял, как платить. Что платить? Он говорит, ты же покушал столько, заказал, платить же надо. Он, да, разве, говорит, иди сюда, говорит. Иди сюда. Вывел его, говорит, хозяина. Иди сюда, говорит. Вот здесь, что ты написал? Он говорит, что я написал? Говорит, ты сказал, мы вас кормим исключительно ради Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно? Не просим у вас за это награды, то есть выплаты. Ваше спасибо даже наше не надо. Ты же сам написал. Он говорит, халяль, иди, пожалуйста. Он потом убирает вот это. Понимаете? Вот. Ихляс. Ихляс Али радиаллаху анху тоже очень такой поучительный. В одних из битв, в одном из таких битв, Али радиаллаху анху одного из своих врагов уже положил на пол. Одно движение, он его убьет. У него был этот меч, Зульфикар называется, знаете же, да? Подарен самим пророком, он очень такой был
Али Радан сам был силен, еще плюс у него оружие было очень сильное, получается. Подарен посланник Аллаха, алейхиссалям. И Зульфикар, то есть раздвоенный меч. Зульфикар, раздвоенный меч. Он почти подставил его горло к этому врагу, и тот плюнет в лицо Азрат Али. Плюнет, прямо в лицо плюнет. В это время Али, радиллаху анху, очень сильно разозлится. Очень сильно разгневается. И потихоньку опустит свой меч. Тот человек, который рядом, он не поймет. Говорит. Али говорит, ты что, говорит, делаешь? Ты уже меня положил. Почти, говорит, убил. Почти убил, говорит. Почему, говорит, ты это не сделал? Тому интересно стало. Как? На поле битвы, у каждого цель, убить друг друга. И тут Хазрат Али, получается, из одного плевка в лицо отказывается от этого. Хазрат Али сказал, я вышел на этот путь битвы исключительно ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть намерение сделал, ихляс, ради кого? Аллах. Все. Когда ты плюнул мне в лицо, я разозлился. Я разозлился, потому что ты плюнул мне в лицо. И мой нафс, что? Встал наряду с моим ихлясом. Понятно? Если бы я тебя убил в этот момент, я бы убил не ради Аллаха, а убил бы тебя ради своего нафса, потому что ты меня что сделал? Унизил плевком лица. Когда вот этот поступок он увидел, услышал, и он сказал, ты это сделал только ради Аллаха? И ты не убил меня, потому что я задел честь именно твою лично? Он говорит, да. Он говорит, ашхаду ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада абду ва расулюху. Принимайте ислам. Ихляс. Ихляс человека обязательно воздействует на других людей. Хадис, еще один хадис. Один человек ради Аллаха намеревался что сделать? Дать садака. И дает садака так, что никто не... Ночью выходит, первый встречный в руку дает деньги и уходит. Утром на следующий день говорят, вы слышали, вчера кто-то дал милостыню ворюги? Он услышит это, он ждал. Аллах говорит, я Рабби, я же это делал только исключительно ради тебя. Прими, говорит. Я тогда сегодня еще один садака, говорит, дам. Ночью выходит, опять первый встречный в руки дает. Следующий день говорят, вы знали, говорит, кому садака дали? Сегодня. Распутнице. Он говорит, я Аллах, я же ради тебя намеревался дать садака. Ладно, говорит, сегодня тоже дам садака. Ночью тоже дает, выходит ночью, первому встречному в руки дает. Следующие говорят, вы знали, кому садака дали? Говорит, одному из самых богатых в городе садака дали. Он говорит, я Аллах, я же, говорит, намерялся только ради тебя. Прими, говорит, мой садака. И потом во сне он видит. Этот хадис в Бухари передается. И потом во сне он видит. Аллах Субхану ему говорит. Твой ихляс заставил. Садака даешь же ихлясом? Заставил. Ворюги отказаться от этого деяния плохого воровства. Распутница сделала тауба. Прекратила, говорит, это деяние. Богатый, говорит, получил назидание и стал давать, говорит, закат. Ихлас человека воздействует на других людей. Искренность человека очень важна. Может быть, мы это не замечаем, но когда мы искренне что-то делаем, поэтому, когда что-либо искренне совершаем, мы должны еще намерение делать, понимаете? О, Аллах, пускай вот это вот деяние принесет пользу такому-то человеку. Понятно, иншаллах? Зейн аль-Абидин, потомок посланника Аллаха, алейхиссалям, внук Али, радиллаху та'аля анху. Зейн аль-Абидин. В его время в Медине кто-то всегда оставлял у бедных людей у ворот, у дверей оставлял продукты. И в одно время это прекратилось. Никто не знал, кто это делал. На протяжении многих лет никто не знал, кто оставлял эти продукты. И потом, когда умер Зейн аль-Абидин, радиллаху та'аля анху,
те, которые его омывали, увидели у него на спине большие-большие мозоли. Некоторые мозоли были еще свежие, наполнены жидкостью внутри. И потом спросили, говорит, это что такое? Он чем-то болел или что? Его близкие сказали, нет, он всегда, у него деяние было такое, говорит. Он всегда ночью, когда все спали, готовил продукты с мешками, говорит, и сам на своей спине, говорит, таскал, оставлял, говорит, перед дверями бедных людей. Вот он ихляс зейн абидин. Видите? То есть никогда не делал что-то на показуху. И поэтому ученые говорят, есть два врага ихласа. Два врага ихласа. То, что нарушает ихляс. Первое – это показуха. Показуха. Где есть показуха, там нет ихляса. Где есть ихляс, там не должно быть показухи. Ихляс и показуха в одном месте в одно время не может существовать. Понятно? И вторая, показуха хорошо, ладно, от нее еще может легче избавиться, но второй этот враг, как говорится, ихласа, это самолюбие и тщеславие. Уджуб. Когда человек смотрит на себя и говорит, о, какой я хороший, о, как я хорошо поступил. Ты делаешь это ради Аллаха, но при этом говоришь, машаллах, я какой хороший. Машаллах, я сегодня тому помог. Я сегодня вот так сделал. Машаллах, да? Вот у меня сосед, например, когда может приходит на намаз, альхамдулилля, машаллах, я каждый 5 намаз читаю в мечети, с джаматом читаю. Это уджуб называется. Это уже не ради Аллаха. Это не ихляс. Ихляс, когда ты делаешь исключительно ради Аллаха, и потом это забываешь. Вот это называется ихляс. Поэтому говорится, когда что-то сделал добро, выкини в море. Забудь про это добро. Особенно очень плохое деяние, когда ты кому-то что-то делаешь хорошее, а потом ему еще это припоминаешь. Или же этого человека используешь в своих целях. Поэтому ученые говорят, если ты кому-то когда-то ради Аллаха помог, никогда у этого человека не проси помощи. Ибо ты, если пойдешь попросишь помощи, то твое деяние станет счетным, которое ты делал когда-то. Видите? Настолько ихлас очень важен. Настолько намерение Аллаха Субхану ва Тааля является очень важным. Поэтому нужно слушать тех ученых, которые практиковали ихляс, которые практикуют ихляс, которые стараются делать ради Аллаха Субхану ва Тааля, лишь ради Него, и выполнять их советы. И вот они как раз таки советуют, говорят, каждое утро обновляйте, говорит, свою веру, обновляйте, говорит, свое намерение ради Аллаха Субхану ва Тааля, когда утром встаешь. И есть такой хадис. С этим хадисом мы давайте завершим, иншаллах. Хадис посланника Аллаха, алейхиссалям. Кто говорит 40 дней подряд? 40 дней подряд. Каждое утро будет обновлять свое намерение. Обновлять свое намерение. Будет проявлять ихляс по отношению Аллаха Субхану ва Тааля. Через 40 дней с его сердца на язык, сердце на язык будет, то есть пробьется родник мудрости. С сердца на язык пробьется родник мудрости. Аллах, этот хадис очень большой хадис. Кто говорит 40 дней подряд, будет контролировать, я сейчас своими словами уже говорю, 40 дней подряд будет контролировать свой ихляс.
На 41-й день, грубо говоря, я это своими словами говорю, на 41-й день уже с его сердца на язык будет проливаться мудрость. Будет проливаться мудрость. Мой язык, мой враг. Мой язык, мой враг. Человек говорит, посланник Аллаха, алейхиссалям, верующий человек, если даст гарантию, то, что у него между челюстями, и то, что у него... Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я, говорит, дам гарантию для него, что? Даже? Но язык тут намного влиятельней. 99% из человек, говорит, выходит из ислама, становится кафиром, не деяниями, говорит. 99% за счет своего языка. А тут ты полностью что? Ограждаешься от этого. Аллах Субхану ва Тааля на 40-й и 41-й день уже из твоего сердца пробивает родник, тут в хадисе так говорится, родник мудрости на язык. То есть то, что ты будешь говорить, будет только мудростью. Представь, любое слово – это мудрость. Ты этому сказал, он получил свое назидание. Этому сказал, получил назидание. Этому сказал, получил назидание. Понимаешь? Мудрость. Расул алейхиссалям что сказал? Кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит хорошее, либо молчит. А тут ты уже непроизвольно, Аллах смотрит, с твоего сердца будет это давать. Вот если хотим быть мудрыми. И обратная сторона. Если мы столько уже практикуем ислам, даже делаем намазы, все, но при этом наш язык, если не мудреет, вывод делайте сами. Тогда получается у нас 40 дней подряд никакого ихласа не было. Условия 40 дней подряд. 3 дня ихлас есть, 5 дней отдыхаю, потом еще 3-4 дня ихласа, еще столько отдыхаю, нет такого. 40 дней подряд. Да, Аллах, иншаллах, завтрашнего начнем практиковать это. А? Завтрашнего дня, иншаллах, начнем практиковать ихлас. Через 40 дней встретимся и поговорим. Аллах субхану тааля. Амин. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين اللهم ربنا اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المتطهرين ومن التوابين اللهم انفعنا بما علمتنا انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين